Друзья, всем привет! Скоро Новый год, осталось 9 дней до Нового года. И вот сегодня я получил новогодний подарок. Вот такая пришла посылочка. И мы сейчас с вами вместе откроем и посмотрим, что в этой посылочке. Честно говоря, я сам не знаю, что здесь лежит. Просто человек попросил адрес, чтобы отправить посылочку. В личке я отправил. И вот в преддверии Нового года пришла вот такая вот посылочка. А посылочка сегодня у нас пришла от Камалых Игоря Александровича, город Грязи, Липецкая область. Сейчас мы посмотрим. Посылки получать всегда приятно. И сейчас мы посмотрим, что у нас здесь находится. Так, вот она, наша посылочка. Так, ну, наверное, шоколад молочный, коробочка. Такс. Итак, опа, что-то я переборщил. О! Бальзам дальневосточный высшего качества, изготовлено по семейному рецепту Kia, традиции поколений, 2021 год. Ну вот. Теперь и послание. Все в целости, сохранности. Добрый день, Геннадий. Усылаю обещанный напиток. Пусть он в холодный день согреет, а с усталости добавит силы. Так, ну это мне письмо. Письмо я зачитывать письмо не буду, потому что с уважением, Игорь. Письмо это мне, письмо я прочту сам. А вот этот напиток мы с удовольствием продегустируем и на Новый год, и на наших походах, в рыбацких избушках. Скоро, очень скоро, я так надеюсь, до Нового года все-таки выезд у меня получится. И в рыбацкой избе обязательно продегустируем напиток Игоря. Огромное спасибо тебе, Игорь, за столь согревающий и добрый напиток. Ну и коль мы уже сегодня собрались здесь по теме посылок, хочу вам тоже с вами поделиться новостью. Это не, посылка, только сам заказывал. Хотел сделать обзор. У меня с недавних пор начал снимать на новую камеру GoPro. Вот она так выглядит. Вот она пришла в такой коробочке мне. Купил со скидкой. Предновогодняя скидка была, так она 39, я купил за 35 тысяч. GoPro 9 модель. Ну, в принципе, снимает неплохо. Качество записи там все настроил неплохо. Но в морозы она также очень боится морозов. Были морозы, если постоянно она находится на голове, то даже при минус 20 градусов она выключается. Так что, как и GoPro 4, я ее прячу за пазуху. Снимаю только коротко и ясно. Летом, естественно, будет работать. А так, качество, звук, все меня устраивает, все хорошо, все отлично. Только боится морозов. Но съемная батарея есть, я заказал новые аккумуляторы. Так что найдем выход из положения. И вдобавок к этой камере я на Алиэкспресс заказал кучу прибамбасов к ней.
Это вот такой чехол я заказал еще к ней. Вот такой чехол. Тут всяко разное. Вот ручка поплавок. Это если где-то, ну кто дайвингом занимается, ныряет, вот ручка поплавок. На грудь крепление, на голову. И куча всяких разных креплений, наклеек всяких. Я заказал чехол, чтобы для перевозки. Но я просто не знал, что сейчас уже вот камеры приходят вот в таком чехле вот уже. Если бы я знал, что они уже идут в чехле, я бы, наверное, даже не заказывал. Ну ничего страшного, не помешает. И еще, опять же, такими камерами. Вот уже пришло, я заказывал. Что это такое? Это, друзья, поплавок. Если вы, кто смотрит мой канал уже давно, то знает, что GoPro 7 модель Silver по нелепой случайности я утопил в реке Печора. Скинул капюшон, на капюшоне была камера и бульк в воду по большой воде, по половодью, рыбалка на продольнике. И она у меня раз утонула. Принимал попытки к поиску. Летом, когда вода упала, безуспешно. Так вот это заказал на Алиэкспресс. Поплавок для GoPro камеры. Вот. Это вот так вот одевается. И вот так она вот выглядит. Сейчас экспериментировать не буду, но скажу вам честно, я сегодня отпускал ведро с водой вот так вот. Она действительно плавает. Так что, надеюсь, больше утоплений камер не будет. И заказал еще, тоже пришло вот буквально вчера, вот такую вот шумку. Это чтобы не было шумовых помех. Она вот она, правда, пришла такая мятая, вся помятая. Это тоже получается как-то вот так вот это все одевается. Все это вот так вот натягивается. Вот так вот. И она будет вот в такой шумке. Есть отверстие для включения, здесь отверстие для включения. Ну вот не знаю, единственное, или в этой шумке, или здесь. Так что если где-то будем на воде, будем пользоваться лучше вот этим чехлом. Если где-то на суше и при ветре, лучше этим. Что еще? Я заказал еще два таких вот фонарика для освещения. Тоже неплохая штука для съемки в темное время суток. Вот такая вот штучка маленькая. Заказал я еще медиамодуль. Ну не медиамодуль, конечно. Медиамодуль это слишком круто и слишком дорого. Это звук, микрофон. Для этих фонарей есть специальный разъем. Я просто заказал металлический алюминиевый чехол для камеры тоже. Вот там такие есть специальные крепления, куда можно прикрепить вот данный фонарик. Вот, я заказал их два. Вот один, вот второй про запас. Все уже пришло, ждем крепления. И я скажу вам, друзья, сейчас зарядил он. Раз, два, три, четыре яркости и мерцающий цвет. Он нам не нужен. Светит довольно ярко. Я так думаю, в дальнейшей съемке оно все пригодится. Так, ну и вот еще. Эта камера, конечно, не касается. Это касается сохранения живцов. Подсказала мне Ольга Малькова с канала Уралочка на рыбалке. Я тоже заказал. Это вот такой вот компрессор. Работает на мизинчиковых батарейках. Оля говорит, живцы сохраняются на ура. Теперь у меня этот девайс тоже есть. Я так думаю, вот специально это распылитель воздуха. Ну как в аквариуме получается. И теперь у меня с сохранением живцов проблем будет намного меньше. Вот такая вот коробочка. Еще не открывал.
Вот. Получается 2 пальчиковые батареи. И все будет работать. Вот такие у меня, друзья, обновочки. Там кое-еще много чего по мелочам. Черная пятница не прошла даром. 11.11 заказывал много всякого. Ну, сегодня, так бы я это все не показал, но благодаря Камалых Игорю сегодня мы сделали такое включение. Планирую, друзья, съездить до Нового года еще на рыбалку на озера, потому что на Печоре смысла нет уже налима ловить. Так мы не дождались крупного налима. Сделаем перерыв до где-то середины января, наверное. Подождем, пока он отнерестится. Может быть, будет ловиться. Нет, так и нет. Будем заниматься другой рыбалкой. Огромное спасибо тебе, Игорь, еще за новогодний подарок такой. Всем здоровья, всем добра. Ну и до встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.